В преддверии Дня шахтера в Мирном прошел конкурс профессионального мастерства по специальности машинист буровой установки среди проходников, машинистов и горнорабочих очистного забоя. В конкурсе приняли участие 12 человек. Победителем соревнований стал работник Айхала Удачнинского шахтостроительного треста. С подробностями Августа Степанова. Симулятор полностью имитирует кабину машиниста. Это как компьютерная игра, но с огромными мониторами, а вместо клавиатуры или джойстика настоящие приборы и органы управления. Компьютерная программа моделирует реальные условия работы под землей. Подобного оборудования, уверяют представители международного холдинга, в России нет. Именно поэтому и для них это очень важное мероприятие. Можно сказать, что в настоящий момент мы видим первые плоды реализации нашего первого проекта в России. То есть вот этот вот конкурс, который устраивается, важно именно с точки зрения сбора информации полученной, анализа этой информации, обратной связи. Это станция наставника. Здесь наблюдают за всем процессом. Любое изменение, весь ход упражнений и каждая ошибка конкурсанта фиксируются на экране. По факту выполнения задания программа выдает подробный отчет. Дмитрий Сидякин – проходчик 5-го разряда. В Мирный приехал отстаивать честь Айхала Удачнинского шахтостроительного треста. Легко и быстро выполняет сложнейшую задачу – доехать до места забоя и произвести бурение по заданному паспорту. Важно почувствовать как-то габариты машины, как она себя ведет при наклоне, при заездах, разворотах, поворотах, при бурении. Все важно. Важный момент при работе на буровой установке – время, которое тратится от начала движения до места, где будет происходить бурение. Ехать по выработке с двумя стрелами и не повредить их очень сложно. Но конкурсанты успешно проходят этап за этапом. Абсолютно четко выполняют технологию буровых работ. То есть они понимают, чувствуют стан, они знают, как правильно подавать, они понимают принцип работы оборудования и чувствуют породу. Основными критериями оценки стали уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда, знание технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, а также скорость и точность выполнения производственного задания. Ну и самое главное – соблюдение техники безопасности. Итак, победа досталась удачнинским шахтостроителям. Но подобные конкурсы как раз тот случай, когда главное не победа, а участие. Ведь помимо ценной возможности обмена опытом с коллегами с других площадок, такие соревнования призваны повышать престиж рабочих профессий.